сделать или нет прививку, этот вопрос задает себе каждый родитель, ведь в большинстве своем вакцинация касается в большей степени детей. И в связи с распространением коронавируса этот вопрос приобретает особенную актуальность и остроту. Ведь ограничительные меры, которые вводят государство, очень дорого обходятся правительству. И поэтому все надежды на преодоление этого кризиса связывают с массовой вакцинацией. Но несмотря на ограничения, которые вот в стране действуют, там в России тоже, все-таки все надежды на вакцинацию. Для меня вообще даже этот вопрос даже не стоит. Однозначно на вакцинацию. Почему? Потому что, естественно, вакцинация является одной из мер по борьбе с инфекцией. Для того, чтобы эта инфекция прошла без вакцинации, нужно, чтобы переболело, скажем, как минимум там, от 50 до 70% населения. Это затянется на несколько лет, 3-5 лет. И, соответственно, за этот период умрет большое количество людей. Являюсь таким ярым сторонником вакцинации. Я, может быть, становлюсь ярым, потому что чувствуется иногда противодействие. Но вы провакцинировались? Я провакцинировался. Добровольная вакцинация или медиков? В первом же случае, когда у меня появилась... Я работаю в структуре Министерства обороны. Это военно-медицинское учреждение. 48-я медицинская медсанчасть участвовала в создании вместе с институтом имени Гамалеи, участвовала в создании данной вакцины «Спутник Ви». И, соответственно, нам дали в сентябре, сказали, кто хочет прививаться, записывайтесь. И мы, вот у меня коллега еще, он уже домой пошел, мы с ним сразу же записались, и у нас получилось 180 человек. Дали 180 доз, и мгновенно люди записались. И это было 30 сентября этого 2020 года. И вот первую порцию этой вакцины я получил. Это было 12 часов дня. К 9 часам вечера я почувствовал такое недомогание, на самом деле, там мышцы. Но не скажу, что сильно так это было. Наоборот, даже было такое приятное ощущение, что я так заболел. Можно чайку попить горячего, да. Я так и сделал. Пришел домой, в тепле укутавшись, чай пил, сидел. В принципе, у меня еще есть друзья, которые работают в институте Гамалеи. Там. Я позвонил, я говорю, вот так. Они говорят, это нормально. И в 3 часа ночи я все-таки проснулся, у меня так голова болела. Я выпил нурофен. И утром я пошел на работу. У меня даже 3 операции было. Я все это сделал. Но чувствовалось, конечно, что это было не очень. А вот уже последующие дни все пошло нормально. Но я перенес в таком виде. Но у меня коллега, который вместе с ним вакцинировался, он вообще ничего не почувствовал. Он говорит, может, мне воду ввели? У некоторого количества процентов были такие недомогания, там, головная боль и такие небольшие. Но что, да, все вышли на работу, никто дома не остался. А вот вторая порция 21-го уже перенес нормально, вообще даже ничего не... Я хотя ожидал, думал, с учетом первого реакции, второго вообще ничего не было. Вы одна из тех, кто уже провакцинировались. Расскажите о своем опыте, как перенесли, что это была за вакцина? Это была вакцина, которую сегодня уже называют, официальное ее название «Спутник-5». Вакцину, которую создали в имени Гамалея. Этот институт, с которым мы уже около 12 лет, наш институт научно-исследовательский, сотрудничает с этим институтом. Соответственно, я с большим доверием отношусь к вакцине, которую создали мои коллеги. Но перед тем, как провакцинироваться, безусловно, узнала всю подноготную этой вакцины и абсолютно сознательно, с доверием, без опаски пошла на вакцинацию до того, как она прошла 3-й клинический этап испытания. Пришло постановление от Министерства здравоохранения в плане категории лиц, которые будут проходить первую вакцинацию. Эти лица старше 80 лет. Это пенсионеры, как раз люди, которые входят в зону риска. И сам процесс вакцинации начинается именно с них. А далее, естественно, уже оно будет иерархическим путем идти вниз, не знаю, какие там будут дополнительные критерии, но будет, общенациональная вакцинация. Это то, что нам сказали, и как на сегодняшний день так и
позиционирует само государство в этом плане. А как люди воспринимают? Ведь там еще появился новый штамм вируса тоже. Готовы люди привиться? Знаете, тут опять-таки такое двойное, знаете, понимание того всего, что происходит. Люди, которые в зоне риска, естественно, они за. Если сейчас разделить всех на такие слои общества, более молодое поколение относится с какой-то определенной... Скептицизмом? Да, он присутствует. Какой Вакцина Pfizer – это немецкая вакцина, как я знаю. И есть еще наша оксфордская вакцина. Но я как понял, вот последний раз, когда я новости смотрел, была закупка и вакцинации Pfizer, и эту оксфордскую вакцину они одновременно будут имплементировать. А в связи вот с Брекситом как-то поставки вакцины, что говорят, могут прекратиться или как это вообще будет осуществляться? Как я знаю, в последние дни до официального выхода Великобритании из Евросоюза все-таки была договоренность, что Великобритания останется на открытом рынке в Евросоюзе. Так что я не думаю, в плане вакцинации будут какие-то определенные проблемы в плане поставки. Первые серьезные опыты с вакцинами были еще в конце XVIII века. Они связаны с именем английского врача Дженнера. Тогда в мире бушевала оспа. Она на протяжении нескольких веков уничтожала сотни тысяч человек. Болезнью были заражены и коровы. Тогда Дженнер предположил, что перенесенная коровья оспа может быть защитой для человека. И решился на революционный эксперимент. Он привил коровью оспу мальчику и доказал, что тот стал невосприимчивым к натуральной оспе. Так появилась на свет вакцина, благодаря которой человечество навсегда победило эту болезнь. Считается, что вирус оспы существует только в нескольких лабораториях в настоящее время. На территории НИИПИТ, или, проще говоря, обезьяньего питомника, испытывают вакцины. В советские годы здесь провели немало исследований. Препараты вначале вводили обезьянам, а потом тестировали на людях. Зинаида Шевцова руководила лабораторией в советские годы, и сегодня она продолжает работать в научном институте. Все заболевания вирусные именно, человеческие, у них не воспроизводятся на мелких лабораторных животных, а воспроизводятся только на обезьянах. Поэтому обезьяны, которых заражают этими вирусами, на них проверяют вакцину. Наш институт всю жизнь занимается моделированием на обезьянах микробных, бактериальных инфекций и вирусных инфекций. Эта вакцина, это был очень большой успех вакцинологии, когда вакцину против полиомиелита сначала изобрели в виде прививки, в виде укола, инъекции. Да? Что такое? Это была вакцина полиомиелитная, например. Это вирус полиомиелита, размноженный в культуре клеток, вне организма, в культуре, в лаборатории. Вирус не живой, но он дает, в организме развивается иммунитет. Вот это сначала вакцина была, это было очень был большой успех. По поводу ее эффективности, конечно, нужно еще время, чтобы мы разобрались окончательно, насколько она эффективна. Но те исследования, которые уже были проведены, да, я вакцинировалась на этапе, когда 2 клинических этапа были завершены, мои коллеги были вакцинированы, я видела их антительные ответы, понимала, какая концентрация нейтрализующих антител у них, и в принципе все это обнадеживало. Прошло 3 месяца, перенесла я, можно сказать, идеально. Ну, я знаю, что часть моих коллег провакцинированных, я в принципе знаю опыт только коллег, потому что на тот период эту вакцину активно еще не применяли, и большая часть из них достаточно спокойно в плане каких-то реакций перенесла. В моем случае, то есть у меня в первый день вакцинации была головная боль, и все, ни температуры, ни даже местной реакции не было. Удивительно, я еще обсуждала это с коллегами, ввели ли вы мне вообще вакцину, шутили. Ну, потом, естественно, было как бы даже в экспериментальном плане интересно. Мы все должны были следить за антительным ответом, чтобы понимать, на какой день и как.
Ну, известно, что иммуноглобулины класса М – это иммуноглобулины острого периода заболевания или свидетельствующие о том, что сейчас идет процесс. Они выработались, ну, в моем случае, на 10-й день. И иммуноглобулины G я там ждала чуть пораньше, но у меня на 30-й день после вакцинации. Но это, в принципе, хороший результат, потому что, как вы уже знаете, эта вакцина, она неоднократного введения, то есть предполагается ревакцинация, до которой, кстати, я не дошла. Мне так и не удалось выбраться вот в нашем сегодняшнем суетливое время, ковидное, опять в Москву и провакцинироваться. Мы ждем вакцину, что все-таки она до нас доедет. И я уже, наверное, буду вторую вводить здесь, надеюсь. Сами медики иногда в кулуарах говорят вот этим молодым мамам. Медики разные, давайте так, медики разные бывают. Понимаете, есть медики, которые, понимаете, как мы все разные. Есть люди, которые подвержены идеям конспирологии, верят во что-то, понимаете. Я не говорю, что вакцинация, это как любая медицина, да, не то, что как в медицине, все направления, они небезопасны. Понимаете? Хирургическое вмешательство, оно небезопасно. Везде есть определенный процент осложнений, определенный процент противопоказаний. Очень многие поверхностно знающий материал. Или люди, которые, я иногда не хочу обидеть, но, может быть, вот человек когда-то чего-то испугался, фобии, он всю свою жизнь, включая профессиональную свою деятельность, он проносит, понимаете? 70% создает возможность нераспространения инфекции для 30%, понимаете? Тем, кому нельзя было это делать. И благодаря этому 30% они лишены этой вакцинации по медицинским показаниям. Соответственно, у пациента может быть аллергическая реакция на компоненты этой вакцины. Люди, склонные там, к аллергизации, да, к ним с большей осторожностью надо относиться. Но есть люди с пониженным иммунитетом, заведомо сниженным. И тут вот как раз-таки таким пациентам нужно сделать правильный выбор в плане, какую вакцину выбрать. Это инактивированная живая, это рекомбинантная. Пугает, как раз в жаркий срок все это приходится делать. В вакцине Спутник Ви ничего, кроме как аденовируса и гена, то есть антигена С оболочечного белка, там ничего нет. Понимаете? Есть жидкость, в чем она там, стабилизаторы некоторые имеют. Это не весь вирус там находится, а его части, на которые организм должен реагировать. А вот, например, сейчас выйдет другая вакцина у Чумаковской клиники, там будет цельноварионный, то есть ослабленный вирус, как при полиомиелите. Вот Чумаковская клиника, она занималась в 1957 году, насколько я помню, она создавалась для решения борьбы проблемы полиомиелита. И они ее решили. Вот на сегодняшний момент полиомиелит это какой-то там, не знаю, редко. А вот в стране эпидемию каким образом можно победить? Вот с помощью вакцины можно остановить? Вы имеете в виду, это комплекс мер? Это комплекс мер, безусловно. Ну, на мой взгляд, да. С вами понимаем, что не все будут вакцинироваться. Антивакцинальные настроения всегда были. И мы знаем, что часть нашего общества сегодня тоже негативно относится к вакцинации. Но это та часть общества, которая, в принципе, и к другим вакцинам относилась негативно, и мы не можем заставить человека, и, в принципе, не вправе насильно делать вакцину. О вакцинации мы начали говорить еще в самом начале пандемии. И в рамках проекта «Независимость», нашего предыдущего проекта, мы провели небольшое исследование в социальных сетях, где пытались выяснить настроение людей и выяснить процент людей, которых за вакцинацию, и тех, кто против нее. В эксперименте участвовало около 100 человек. Нашей целью было выяснить, какой процент из них против прививок и почему они так считают. Результаты исследования во многом совпали с нашими ожиданиями. Примерно половина опрошенных считает, что вакцинация нужна, а вот остальная часть против. И только 15% затрудняются ответить. Около 70% участников нашего эксперимента получают информацию о вакцинации не только от врачей, но и от друзей, знакомых, и в том числе
из интернета. Доктор Комаровский – один из активных пользователей YouTube-пространства. У него в подписчиках около 3 миллионов человек, и много родителей доверяют ему. И вот что он говорит о вакцинации. Но не все получают информацию из таких достоверных источников, порой берут материалы из фейковых публикаций. Высочайший интеллектуальный уровень народа таков, что когда сотни тысяч заболевших и десятки умерших от кори, народ упорно продолжает спрашивать, спроси про вакцинацию. Всемирная организация здравоохранения считала, что у нас есть шансы к 2000 году вообще забыть о коре на Земле. Но оно недооценило антипрививочников, понимаете? Причем в Италии просто было 80% снизилась вакцинация, уровень вакцинированности детей до 80%. Началась вспышка кори, заболело аж 2000 человек. Там тут же перестали пускать детей в школы, в детские сады. 500 евро штраф с родителей за то, что дети не вакцинируются. И мгновенно сейчас уже 95% привито. У нас привито было менее 50%. Больше всего заболевших, то есть в Украине больше заболевших, чем во всей Европе. А у нас люди спрашиваются, вакцинироваться или не вакцинироваться? Так вакцинироваться? Да, конечно, вакцинироваться. Что за бред? Ну, ребята, в 21 век, а как можно? Нет, вы хотите включить механизм естественного отбора. Если у родителей нет ума, почему ребенок должен страдать? А задача родителей – обеспечить своему ребенку качественную вакцинацию в нормальных условиях, потребовать нормальные вакцины. Сейчас вакцины нормальные вполне. В связи с пандемией настроения в обществе особо не изменились, но прибавилось тех, кто выступает за вакцинацию. Если будут вакцинироваться здесь, в Абхазии, от коронавируса, вы как относитесь к этому? Нормально, будем вакцинироваться, да. Не боитесь, да? Считаете важным? Считаем, да? По крайней мере, у нас в семье как бы отрицательно относятся даже к прививкам. И я не считаю коронавирус настолько масштабным, как его представляют. И я не вижу просто смысла в вакцинации. От COVID-19, если будут вакцинироваться, вы как к этому вообще относитесь? Вообще положительно. Не то, что мы не заболевшие. Все равно, чтобы люди не говорили, конечно, есть. А те, кто переболел ковидом, советуете ли вы им делать вакцину? Все будет зависеть от того, какой титр антител у них будет сохраняться. То есть идеально, когда человек переболел сам, и у него есть иммунитет после переболевания. Это вот лучшее, что может произойти с человеком. Ну, в том плане, что если этот человек, конечно, не так тяжело перенес это заболевание. И целесообразно следить за его протективным иммунитетом. Что я подразумеваю под протективным? То есть, так скажем, действующий иммунитет. Может быть незначительное количество антител выработаться. Тут важна все-таки концентрация какая. И надо следить за пациентом в динамике, следить за тем, сколько через те же 3 месяца. Вот разные исследования ведутся в разных научных исследовательских центрах по всему миру. И, в принципе, практически единогласно пришли к мнению, что где-то после 3 месяцев титр антител он потихонечку начинает спускаться. Поэтому переболевшему пациенту целесообразно не ранее, чем через 3 месяца пересдать этот вид анализа, посмотреть, какая у него концентрация. Но в этом плане, конечно, правильнее не качественно это сделать, а все-таки количественно, чтобы видеть, какая концентрация. Если резкое падение наблюдается, то в этом случае будет целесообразно ему укрепить свой иммунитет вакцинацией. Мы будем понимать, сколько эта вакцина работает только в последующем. Пройдет там год, смотрится титр антител, определяется остаток и вот этого общего иммунитета к этой инфекции. Если необходимо, скорее всего, если появится такая необходимость, будет ревакцинация. Это не пожизненный иммунитет, уже точно это ясно. Я не могу сказать, что это вряд ли может быть пожизненный иммунитет, но, по крайней мере, смотрите, эпидемия сходит тогда, когда нету очага, да? Если, например, бывает, также инфекция, так называемая, это вот эти SARS, это птичий грипп и все прочее, они же тоже появляются, они тоже потом гасятся с помощью определенных противоэпидемических мероприятий и вакцинации, да? Если очаг вообще уйдет, то вообще эта инфекция может уйти. Если эта инфекция останется с нами, то тогда придется, скорее всего, ревакцинироваться. И еще
По крайней мере, есть такая надежда, что появятся комбинированные вакцины. Ну, например, грипп. А в связи вот с появлением нового штамма вируса, что сейчас в Англии происходит? Англию закрыли? Да, закрыли все международные рейсы. У нас тоже все закрыто на улицах. Пока о каких-то послаблениях речи нет, да, в Англии? Уже сколько абсолютно дней локдаун абсолютно продолжается? Нет, да, больше ужесточения мер. Что говорят, то, что это будет последний локдаун, но это будет самый жесткий локдаун за все это время. В Англии параллельно и ограничительные меры, как способ, да, борьбы с ковидом, и плюс вакцинация. Ну, в плане ограничений я могу сказать с уверенностью то, что это не способ остановить болезнь. Это способ приостановить процесс заражения и нагрузки на систему здравоохранения. Потому что система здравоохранения сама, как институт, она не резиновая. Так что огромный поток заболевших, ни одна система здравоохранения в мире, наверное, не будет готова. Вы лично какое решение приняли? Будете вакцинироваться? Вот вы, ваши родные, знакомые, какое мнение бытует среди них и ваше собственное мнение по поводу вакцинации? Мое собственное мнение, отношусь к этому на сегодняшний день спокойно. Я переболел эту болезнь. Я опять-таки не знаю, в случае, если ты переболел, нужно ли будет вакцинироваться или нет. Но если мы разделяем опять-таки на слои общества, до нашей возрастной категории, до нас это еще пока не дошло. Пока вакцинируют людей старшего возраста и людей в зоне риска. Раз это национальная программа, раз это надо будет делать, то я думаю, люди просто останутся без выбора. Вообще, создание вакцины это очень высокие технологии. Вот, например, вывести вот определенный кусочек гена, подсадить на какую-то оболочку другой бактерии, это же тоже очень... маленький, сжатые сроки, это все создается. Это как... Вы знаете, эти технологии были. Смотрите, вот эта векторная медицина, где используются векторы, да, например, скажем, как состоит спутник V. Это состоит аденовирус человеческий. Его ДНК обработана определенным образом, чтобы этот аденовирус не делился. То есть он не будет реплицироваться, не будет размножаться. Соответственно, он не вызывает аденовирусной инфекции. На его оболочку сажают так называемый оболочечный белок, S-белок, с помощью которого он подходит к клетке, цепляется этот S-белок, и он, как замок, открывает дверь клетка человеческая, и вирус входит вовнутрь человеческой клетки. Вот S-белок взяли и подсадили на оболочку аденовируса. Когда в организм вакцина поступила, он читает этот антиген, так называемый S-белок, и на него начинает вырабатывать антитела. В 2014 году, кажется, на вот этой инфекции Эбола или Эбола в Африке, вот эта технология была использована. Она уже была отработана в институте Гамалеи. И плюс еще эти векторы пытаются использовать в онкологии, например, для того, чтобы точечно, или так называемая таргетная медицина, то есть точечная медицина, когда необходимо какое-то вещество предоставить к определенной цели, его упаковывают в вектор. То есть в связи с тем, что не было большого финансирования данного направления, оно не развивалось. А когда сейчас человечество столкнулось с этой пандемией, государство, видите, какие деньги высвобождают. Но были же случаи, когда вакцины оказывались опасными. Их снимали с производства. Я не думаю, что были случаи, когда вакцинация, например, лихорадка ДНГ, это на Филиппинах, насколько я помню, была. Там вакцинировали детей, и особенно детей, там она дала достаточно не очень хорошие результаты, вакцинация. Да? Вакцинация усиливала сам процесс болезни. Для этого проводится исследование. На сегодняшний момент проведено в России, в самой России, проведено уже первое время, видите, уже больше 1 миллиона. Ни одного такого случая зафиксировано
не было. Третий этап у «Спутник Ви» закончится в мае. Он получит такой сертификат, что все проведены исследования. Часть населения сегодня уже переболела, у них есть иммунитет. Причем хочу, Нала, мы с вами как-то об этом уже говорили, но еще раз отметить, мы постоянно успокаиваем своих пациентов. Ну, так уж сложилось, что именно на ковид у части пациентов антитела не вырабатываются. И это не значит, что у пациента нет иммунитета от ковида, потому что мы прекрасно знаем, что иммунная система, иммунитет состоит из двух звеньев. Антительный ответ, он зависит от Б-клеточного звена, но очень важное, одно из ведущих звеньев иммунной системы – это Т-клеточное звено. Это Т-клетки, которые вырабатывают хелперы, помощники, киллеры, убийцы, которые целенаправленно уничтожают этот вирус. И у пациентов, переболевших, остаются клетки памяти, которые при необходимости вторичном столкновении с этим вирусом начинают активно размножаться. И по всей логике существующей, пациент, вторично столкнувшийся с ковидом, должен быстро среагировать, его иммунная система быстро среагировать и способствовать не просто борьбе, но и быстрой элиминации вируса из организма, то есть выведению вируса из организма, и должен легче переболеть. Дальше у нас остается немаленькая прослойка людей, которые все-таки еще не столкнулись с этим вирусом. И, конечно, для них идеально, на наш взгляд, это вакцина-профилактика. Если мы будем понимать, что часть населения переболела, часть населения уже провакцинирована, мы будем иметь коллективный иммунитет, и, в принципе, это наше спасение. Массовая вакцинация остается одной из главных мер в борьбе с вирусом. Но чтобы преодолеть сопротивление и не создавать лишнее напряжение в обществе, прививка не является обязательной. И несмотря на то, что это будет замедлять процесс, каждый сам решает, вакцинироваться ему или нет.